Искусство — это не что, а как. Именно это высказывание Александра Исаевича Солженицына лучше всего характеризует весь его творческий путь. Как писать, чтобы читатель прочувствовал все те эмоции, которые были у автора произведения «Архипелаг ГУЛАГ»? Ответ на этот вопрос Александр Исаевич нашел самостоятельно. Архипелаг после того, как «Архипелаг ГУЛАГ» вышел в 1973-м за рубежом, в 1974-м Солженицын был обвинен в измене Родины и выслан из СССР. Спустя 16 лет, внимание, был восстановлен в советском гражданстве, удостоен государственной премии РСФСР за тот же «Архипелаг ГУЛАГ». На мой взгляд, лучше всего воспринимать этот гигантский труд как информацию к размышлению. В общем, то, что был ГУЛАГ, и этот факт, он остается неизменным. И, наверное, тем людям, которые находились там, которые пережили все это, гораздо проще об этом говорить, точнее, тяжелее, конечно, но давай достовернее говорить об этом, чем исследователям, которые сидят, рассуждают об этом, попивая кофе. В Национальной ингушской библиотеке вспоминают сегодня лучшие произведения Солженицына. Из-под пера Александра Исаевича вышли настоящие шедевры мировой литературы. Он писал об обществе, о человеке, взаимодействии его с государством и всегда называл вещи своими именами, за что снискал славу. Один из тех, кто пришел вспомнить писателя, Белан Зугаев. Свое мнение о Солженицыне он выражает перед всеми, даже проводя аналогии с другими писателями. В исламе есть такое понятие, может, вы знаете, медресе Юсуфа. Слышали когда-нибудь такое понятие? Медресе Юсуфа — это имеется в виду тюрьма. То есть то место, которое чему-то научило или в котором пробывал пророк Иисус, алейхиссалам. Соответственно, для Солженицына и для Шаламова вот таким вот своеобразным медресе стала тюрьма. Но выводы они сделали кардинально разные. То есть Солженицын сделал вывод, что тюрьма создала, изваяла, или как сказать, сделала из него человека, в общем. У Шаламова другой подход. Кто читал колымские рассказы, увидит, что Шаламов тюрьму ненавидит. То есть Шаламов считает, что там никаких уроков извлечь нельзя. Но не только творческий путь Солженицына вспоминают сегодня здесь. Жизненный путь писателя также не могли обойти стороной. Студенты филологического факультета Ингушского госуниверситета подготовили доклады на эту тему. Солженицын появился на свет в Кисловодске в 1918 году, когда положение семьи радикальным образом изменилось. Совершилась революция, все имущество было потеряно. Мать посвятила себя воспитанию ребенка. После окончания школы Солженицын заканчивает физико-математический факультет в Ростове-на-Дону и, параллельно чувствуя в себе литературный дар, поступает в Институт философии, литературы и искусства. Но ни об одном Александре Солженицыне говорится на конференции. У ингушского народа есть свой собственный писатель, который еще раньше, чем Александр Исаевич, описал все ужасы концентрационных лагерей на Соловецких островах. Это был Созерко Мальсагов, заключенный в 1924 году в лагерь особого назначения. Вместе с группой единомышленников Мальсагов сбежал в 1925, после чего написал про жизнь в концлагере. Произведение получило мировое признание. Выходит серия вот этих воспоминаний соловецких узников. Это том 3 из них. В первом томе, вот он у нас на презентации, вы его видите, вошла статья внучки Созерко Мальсагова Марьям Джамалдиновны Яндиевой о Созерко Мальсаговой. И в первый же том вошло само произведение Мальсагова. На самом деле это беспрецедентный проект. Отношение к своей истории, к своему историческому прошлому и настоящему. Цель сегодняшней конференции – напомнить всем, что такие люди, как Созерко Мальсагов и Александр Солженицын, внесли большой вклад в развитие мировой литературы. Поскольку нам показалось, что это будет очень интересный ракурс рассмотреть тему эту ГУЛАГа в освещении Солженицына и провести параллели с Созерко Мальсаговым, мы сегодня решили, поскольку мы являемся национальной библиотекой, представить и Александра Исаевича Солженицына в рамках нашего мероприятия, и Созерко Мальсагова, и поговорить об этих двух личностях, которые такой вклад внесли в историю нашего государства. Я считаю, что все-таки до Солженицына нужно дорасти, нужно иметь определенный жизненный багаж, опыт, чтобы правильно понимать его произведения.
Но в любом случае, я считаю, что каждый читатель, который считает себя как таковым читателем, он должен иметь в своем багаже хотя бы несколько книг Солженицына прочитанных. Произведения Созерко Мальсагова и Александра Солженицына могут вызывать разную реакцию, но равнодушным не остается никто. И если хоть один человек будет читать про Адские острова или архипелаг ГУЛАГ, то труд писательский не пропал зря. Тамерлан Хамхоев, Майырбек Миржоев, Новости 24.